Мы много говорили о воде, и ты уже прилично знаешь о воде, и это хорошо, потому что без нее мы не смогли бы существовать. Земля имеет определенное количество воды, которое циркулировало по миру на протяжении миллионов лет. Помни, что вы пьете такую же воду, которую пили динозавры. Вы также знаете, что большинство воды, которая находится в океане, отлично подходит для китов, рыб-клоунов, осьминогов, но она слишком соленая для питья. Поэтому мы позволяем природе делать нужную работу через процесс испарения, конденсации, а также осаждения. Водный цикл. Звучит знакомо, правда? Испарение превращает воду из океанов в водяной пар, таким образом избавляя воду от соли. Вода возвращается на землю в виде осадков. Дождь, мокрый снег и снег – это вся питьевая вода, которая нам доступна. Вода – это ограниченный ресурс в закрытой системе. Мы, помимо этого, говорили о том, как люди иногда изменяют уровень доступной пресной воды, загрязняя, перекрывая и чрезмерно используя воду. И мы увидели, что происходит с морскими слитками и пресноводными рыбами, когда мы портим водоснабжение. Но что происходит с людьми в случае уменьшения количества воды? Короткий ответ — это когда доступ к воде исчезает, это может стать довольно страшным. Конечно, нам нужна питьевая вода, это важная вещь, но нам также нужна вода для выращивания сельскохозяйственных культур, поддержания работы туалетов и производства вещей. И мы используем воду для множества других вещей, таких как мытье наших машин и поддержание наших газонов зелеными. Итак, чтобы увидеть, как люди страдают от недостатка воды, давайте взглянем на некоторые места. И наше расследование начинается с солнечной Калифорнии. Может быть, слишком солнечной Калифорнии. Поскольку сегодня Калифорния переживает период сильной засухи, дождя не так много и не так часто, как нужно. Более того, Южная Калифорния находится в конце реки Колорадо. Миллионы лет эта река текла от гор Колорадо до самого моря, где Калифорния пересекается с Мексикой. Но сегодня река часто высыхает еще до того, как достигает океана. Таким образом, в Калифорнию попадает меньше воды, чем раньше. Что же происходит, когда в Калифорнии не хватает воды? Ну, вы знаете, что происходит, когда есть одна действительно крутая игрушка и комната, полная детей. Дети дерутся. Калифорния производит около половины фруктов, орехов и овощей, выращиваемых в Соединенных Штатах. Поэтому количество доступной воды для Калифорнии имеет важную роль для многих людей. В результате дефицит воды создает конфликт. А мне спустить воду в туалете, или ты, знаменитый Джо из Калифорнии, будешь поливать свой урожай? Чтобы размять споры, подобные этому, борьба за воду в основном происходит в залах суда. Например, некоторые люди в Калифорнии настаивают на новые правила регулирования того, кто получает сколько воды, и многие другие штаты также испытывают засуху. Таким образом, конфликт не ограничивается только одной Калифорнией. Среди всех штатов вдоль реки Колорадо вспыхивают споры о том, кто сколько получает воды из реки. Эти аргументы поднимают существенные вопросы, такие как: продолжим ли мы посылать воду в города, в пустынях, далеко от реки, даже если в городах близких к реке не хватает воды? Разрешаем ли мы фермерам использовать воду, чтобы они могли продолжать работу и выращивать пищу? Или же мы отправляем ее по домам, чтобы люди могли принять душ и приготовить ужин? На эти вопросы трудно ответить. И дело в том, что они не являются новыми. Вода была главным источником конфликтов между людьми в различных частях мира на протяжении тысячелетий. В следующий раз мы посмотрим, как люди борются с нехваткой воды, и, возможно, это поможет тебе найти решение проблем с ней.